Депутаты Олий Меджлиса Республики Узбекистан 25 июня в первом чтении приняли законопроект, запрещающий родителям передавать ребенка на обучение в незарегистрированные религиозные организации или лицам без соответствующего разрешения. Законопроект был инициирован МВД РУС. За нарушение этого запрета планируется установить административную ответственность. Штраф за игнорирование этого требования составит от 10 до 15 базовых расчетных величин, от 3,4 миллиона сумов до 5,1 миллиона сумов. Если же запрет будет нарушен повторно, штраф возрастет и составит от 15 до 25 БРВ, от 5,1 миллиона сумов до 8,5 миллиона сумов. Также родители или опекуны ребенка могут попасть под административный арест до 15 суток. Bu berayotgan normalaring bilan uydagi ota-ona farzandiga diniy ta'lim bersa ham, u ham javobgarlikka tortiladigan normaga aylanadi. Один из инициаторов законопроекта, офицер специальной антитеррористической службы МВД, подполковник Абдувахид Шукуров, рассказал журналистам, что есть много случаев депортации детей Узбекистана из зарубежных стран. Люди, которые преподают там, не арабы, а люди, которых мы разыскиваем или которые уехали за границу, потому что они не имеют квалификации для преподавания в Узбекистане. Наша главная цель – обеспечить, чтобы они получили здоровое, чистое исламское образование, чтобы они не попали под влияние экстремистских и террористических организаций, заявил он. O'zbekiston aholisining 96%igina musulmon xolos, 94%. Qolgan 6% boshqa dinlar va konfessiyalarga e'tiqod qiluvchi aholi hisoblanadi. Shu sababli ham biz diniy ta'limga ruxsat bermaymiz, chunki 6%lik boshqa dinlardagi va konfessiyalardagi fuqarolarning huquqlarini himoya qilish maqsadida biz ruxsat bersak, ular huquq buzilib qoladi degan bu o'ta bir absurd bir bahonani ro'kach qilib keltirishdi. Наблюдатели на местах отмечают, что родители вынуждены отправлять своих детей за границу, поскольку в Узбекистане отсутствует легальная возможность дать им хоть какое-то религиозное образование. 16 существующих средних религиозных учебных заведений в Узбекистане принимают детей только старше 16 лет, и их количество считается недостаточным для удовлетворения потребностей мусульман. Müslüman emasmi, kalima shahodat keltirmagan. Men musulmon avlodiman, ajdodiman demaydim. Отметим, что приход Мирзиёева к власти в 2016 году сопровождался объявлением масштабных либеральных реформ, которые в том числе затронули и религиозную сферу. Но, как оказалось на практике, все это носило популистский характер, и как только новый президент укрепил свою власть, все начало постепенно обратно скатываться к практикам каримовских времен. Например, в одном только 2018 году было закрыто 116 худжр, домашних медресе. Кроме того, начиная с августа 2018 года контроль над духовным управлением мусульман Узбекистана и Комитетом по делам религий был передан силовым структурам путем назначения на должность заместителя главы Дум Узбекистана, сотрудника службы государственной безопасности Дилшода Хашимова, а на должность заместителя главы Комитета по делам религий подполковника МВД Нуримона Абулхасана. Bu qadriyat sifatida singdirilgan deyaptilar. Men bilmadim bu qayerdan keldi bu fikr. Men bilgan qonun bo'yicha bizda ta'lim tizimida diniy fanlarni yoki diniy elementlarni ta'lim tizimiga joriy etish taqiqlanadi.